зовут Абсалямова Галия Акимовна. Я директор первого частного музея Оренбургского пухового платка. Он у нас образовался, учредился, так скажем, в 2012 году. Основой этого платка послужило мое путешествие во Францию. Я там была в музее Фрагонар, это парфюмерный музей, и я там увидела, что с очень маленьких буквально деталей можно было большой музей сделать. Уникальным экспонатом в нашем музее является вот этот вот платок. Дело в том, что он очень дорого ценился, но, к сожалению, на сегодняшний день техника эта потеряна. Здесь сложность самой вязки вот именно вот в этой решетке, в двухцветной решетке. Когда мы получили этот платок, его вот так вот повесили, ему более 80 лет на сегодняшний день, около 90 уже получается. Мы не могли понять, в какой технике связана именно вот эта вот коричневая окантовка. Пришла женщина уже в возрасте, ей в то время было 75 лет. Она говорит: я вяжу такие платки. И вот она принесла свое изделие. Если близко посмотреть, то в белом спрятана серая нитка, а в сером спрятана белая нитка. И оказывается, вот это называется жаккардовая вязка. Саму технику, когда мы у нее попросили, как раз у нас в это время курсы шли здесь, девчонки учились вязать. Мы говорим: научите нас. Она говорит: ну хорошо, я подумаю. И через некоторое время она пришла и сказала: вот внучка мне сказала, научи меня, и чтобы больше никто не знал. Таким образом, то есть она вот нас не научила этому. Вот здесь вот у нас тоже уникальная вещь. Это Роза Гумерова связала в начале 90-х годов. Но здесь техника какая интересная. Здесь одномоментно вот этот платок 9 клубками связано. Если вы посмотрите вот этот переход, видите, с одного цвета на другой, его практически не видно. Оно как будто бы рядом лежит. И вот эти платки, когда вяжутся, вот 9 клубков, они все, каждый в своем кармашке. Мы ряд провязали, после этого поворачиваем сам платок, потом эти клубки все поворачиваем и начинаешь вязать. И такие платки вяжутся практически в одиночестве, чтобы не спутать эти клубки, чтобы не ошибиться, потому что малейшее искажение сразу на изделии будет видно. Елена Ахтырская связала. Чем она достойна? Человек имеет 2 высших образования, 2 детей, муж. При своей занятости в работе она говорила: я себя чувствую, что день зря прошел, если хотя бы полчаса не повяжу. Наши оренбургские изделия, в общем-то, всегда примечательны одним таким качеством. Есть платочек, значит, наш состоит из зубчиков, из каймы, которую мы называем снежинки, и обязательно из решетки. А в середине узор варьирует в зависимости от настроения, от желания, в общем, кто что сможет положить. В зубчиках мышиные редкие. Вот. В кайме, в которой мы называем снежинка, косорядки и глухотинки. Они вместе образовывают, как бы вот в сочетании образовывают снежинки. Снежинки, кстати, тоже бывают немножко разные. Это уже устаревший вариант, а в современных изделиях как бы в одну сторону вот эти косорядки, они смотрят только в одну сторону. Это уже более такой современный вариант. В решетке я здесь, вот это мое изделие, я здесь использовала гусиные лапки. Видите, они как гусиные лапки идут. Ну, а в середине узор это гармошка. Тут узор ходит и налево, и направо, поэтому гармошка. Эти все узоры, они идут с самых-самых древних времен. Поэтому сказать, что именно это я использовала или это я придумала,
То, что из гармошек изображать животных, это я точно могу сказать, это я придумала. Это мое, так сказать, ноу-хау было. И олени, и дельфины, и павлины, лебеди, это все я изображала, начала изображать. Сочетание зубчиков, каймы и решетки и центрального основного узора – это обязательно в любом изделии. Нитки придутся из нашего местного оренбургского пуха, который знаменит на весь мир своим качеством. Это самое тонкое волокно у нашей оренбургской козочки. Самое тонкое. Сами стираем, сами придем, сами натягиваем, создаем красоту. Ну, я бы не рекомендовала стирать как бы без участия мастера, можно испортить. Надо просто складывать правильно, не просто скомковать и в пакет закинуть, а аккуратненько сложить, распрямить, в пакетик закрыть, чтобы герметично было. Если есть место в холодильнике или в морозильнике, можно в морозильник на лето, чтобы моль не съела. Данный музей весьма симпатичный, с очень радушной хозяйкой, находится в Оренбурге на проезд Знаменских, гильдия пуховниц. Тут и утварь, и изделия, и все, что можно. Сувениры, все, что хотите, можно найти вот именно в этом музее. Разия, ismim. Mine 86 yaş. Eni beyledi, bizden eni beyledi. Это Гирьяловский, Беляевский район, Гирьяловский производствода beyledi шал. Onlar толстый шал beylediler. Мен мында замуж вышла, и мында паутинка beyleyler, толстый платок не beylemiler. Meni үйретті немнің иптәшімнің двоюродный сестрасы. Мені Пухартилге алып барды 60 году. Шундан соң шунда Пухартилден дебет берділер, ефек берділер. Шул апай мені үйретті. Епірли білмейм, тонкы етіп. Аның әнесі білен тағын бір әбей бізге қона келелер де, меңа дебетерлеп кетелер. Келінлерінен қашып қона келелер де, дебетерлеп кетелер. Бұл бұла енді 60 ғұтлар. Мен мұнда әсия туғаны 59 ғұтта, бұл 60 ғұтлар. Шундан тігі апай мені заставила неге кірірге, Шлинға кірірге, Пухартилге. Мен Шлинға кірдім. Уже шәліні бәйлеп бердім бетені, көрділер бетенді. Біләлер, ішінасы бәйлей білем. Ну, толстыйны бәйлей білгеш, соңкеніңді бәйлеп кеттім, енді шылайттырып. 60 году и Пухартилге кіріп, шуннан бәйлеп кетті мені. Шуннан берлі бәйлемейді, мені Пухартилді бәйледім. Онан қызлар зорайғаш, қызлар ярдәм ете башлады. Вообще біздің ауылда шәл бәйлемеген балалар болмады ол. 3-ші класста оқилар, уже бәйлейлер. Әнилеріне уже ярдәм етелер. План тутырға керек. Планнан да бегірек ақша керек. Ол елларда ақша бермәділер. Ерлерге міне годқа один раз только давали. Бізге бит каждый күн керек ақша. И шуңа көре бүтін халық помогать еттенді. Пухартилдің планын выше класс тутыр бердік. 180 шлин болды. Шулар 700 платок сдавать ете тұрған ек. То Япония закажет, то Германия закажет. Bütün ерлерге шулайттырып, даже шул қапшықларына тігелер, қазіргі кібік неде yok бетәлі. Салафанлы қапшықларына тігіп, пешетлер қойып, нетіп, неше платок, мені шулайттырып беріп ердік әлі. Мен вообще-то Пухартилде әзірек қалдашық болып ұшайдым, білем.
У меня мама работала в пуховязальном производстве. Конечно, мы уже научились, я в 3 классе ей уже начала помогать. Сперва зубчики вязала, потом уже как-то платки начали вязать. Потом уже сама пристрастилась, но как таковой я не вязала в пухартель. Я работала в другом месте, а был основной это, как добавочный заработок наш был. То, что это в любое время можно было продать, и ценились хорошо платки. В декретном отпуске сидела, вязала платки. Пуховязальное производство закрыли. Конечно, многие остались без работы, в том числе мы. Реализовать сейчас очень тяжело стало платки. Потому что есть вот эти вот, как пуховязальное производство, они под знаком пухпроизводства, наши вытеснились с рынка, наши платки, и считают, что как мы контрафактную продукцию. А мы вот, например, вяжем всю вот эту технологию, соблюдая. Только с местного пуха, вот, например, лично я не могу там в ответе за всех, но я лично сама вяжу по всей технологии. Отдельно приду, стращу, все это, вяжу платки, отбеливаю сама. И почему я должна, прятаясь, платки продавать так вот это? Конечно. А это у нас основной заработок. Пенсии минимальные, а вот это нам, конечно, очень подспорье большое, что мы вяжем платки. Вот сейчас у меня проблемы с глазами, конечно. Раньше вот детей растила, то тогда нехватка денег, и мы ночами сидели, и за неделю могли закончить платок. У меня мама вязала, ушла на пенсию, и вот умерла она помогала. И поэтому, а сейчас, конечно, 2 недели со всей технологией, вот прясть, это, я могу большой палантин связать. Біздің оренбургский шал самый знаменитый шал оренбургский ғана. Ол оренбургский деп сатып берген кішілер совсем другой шал саталар. Мен примерно до сих пор юан етіп, андай аларны кібік етіп бәйлей де білмейм, ірлей де білмейм. И менің қызларым да алайтыр бәйлей білмейлер, алайтыр ірлей білмейлер. Вот шуңа күрә біздің ішібіз оренбургский ол ілігіліктен шулай славиться еттенді. Онан соң енді, как Оренбург ябылды, біздің производство ябылды, онан соң кеттілер, действительно, өзлері әйтмесі шерпатреп. Оренбургский ажорный платок деп сата башладылар. Мына ухатлық тишіклері, мына ухатлық көзлері, еплері юан. Вот шуларны уже Оренбург шалы деп сата башладылар. Молодежьлар да yok біздің ауылда қазір вещетте. Оны производствоны yapмыша ғана алып кеткенде болады енді. Сразу яптылар да кеттілер. Тараттылар да. Енді оның ябылғанына да 20 леттір. Міне Оренбургта ашқан производстволарының шәлләре тоже меня, алар машинный көбісінікі. Вот мы уйдем, дальше вязать некому уже будет. Наши дети, вот у меня дочери уже 36 лет, но она умеет. Я говорю, это кусок хлеба. В любом случае, не будет работы, не будет что-то, ты можешь там связать платок. Она тоже знает, вот прясть, всю технологию она знает это и вяжет. Конечно, хотелось бы, чтобы и в школе преподавали детям, чтобы вот это сохранить.